Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Сперва хотелось бы остановиться на роли арабской графики в истории татар. Арабская графика к предкам татар проникла вместе с исламом, и в нашем регионе, пожалуй, одним из самых ранних источников, а может быть, самым ранним письменным источником, где отразилась эта письменность арабская, является монета Волжской Булгарии дирхем с именем Джафар бин Абдуллах, то есть это титул Алмуша, вернее, это мусульманское имя и отчество Алмуша, булгарского эмира, по инициативе которого в 922 годах в Булгарии побывало посольство багдадского халифата аббасидского. Монета эта датируется периодом, самым началом X века, то есть периодом не ранее 900-м, не позднее 907 года. Помимо монет, понятно, что после принятия ислама здесь переписывался Коран. Очевидно, переписывались с большой вероятностью, переписывались книги по фикху, составлялись трактаты по истории, по фармакологии и, очевидно, по другим наукам. Мы точно знаем, что в Волжской Булгарии использовался арабский язык, а вот тюркский язык, он начал использоваться на арабской графике. Тюркский язык начал использоваться впервые в государстве караханидов, где сложился так называемый, в науке он называется караханидско-тюркским язык. Вот караханидско-тюркский язык на основе древнеуйгурского языка, он как раз является первым литературным тюрко-мусульманским языком. И, скажем так, можно назвать его прапрадедом современного татарского языка. Не только современного татарского, но и многих других тюркских языков. Но поскольку у нас упор будет делаться на татарский язык, поэтому я назвал его так, я думаю, не ошибусь. Составлено это литературное произведение, это большая поэма была в 1069-1070 году, в этом периоде. Это первое большое литературное произведение на тюркском языке, на арабской графике составленное. И немножко про генеалогическую схему старотюркских, мусульманских письменно-литературных языков хотела бы сказать. Вот как раз вы видите в левом верхнем углу показано караханидско-тюркский язык, который функционировал в XI-XIII веках. Помимо самым большим произведением, написанным на этом языке, была поэма «Кутадгу-Белик» Юсуфа Хас-Хаджиба Баласагуни. Кроме этого, был суфийский поэт XII века Ахмед Югнаки, писал на этом языке. На этом языке или близком к этому языку первоначально были составлены хикматы, то есть произведения Хаджи Ахмеда Ясави, тоже средневекового центральноазиатского мистика, основоположника суфийского братства Ясавия, которое в период Золотой Орды получило распространение, в том числе в Поволжье и в Казанском ханстве, знаменитый поэт. И Сеид Кулшариф, по всей вероятности, был как раз представителем этого суфийского братства. В XIII веке, после ослабления и распада караханидского государства в начале XIII века, на первый план выходит так называемый хорезмийско-тюркский, или позже он станет известен как золотоордынско-тюркский язык. Он появился на основе караханидско-тюркского, но вобрал в себя элементы разговорного языка местного населения, которое было, с одной стороны, говорило на кипчакских языках. К кипчакским языкам сегодня относятся татарский, башкирский, казахский, киргизский языки. И, с другой стороны, он вобрал в себя элементы агузских языков. К агузским языкам в тюркологии относят современный турецкий, азербайджанский, туркменский и ряд других языков. Значит, вот что еще хотел сказать.
позже вот хорезмийско-тюркский язык, он распространился, составил основу литературного языка Золотой Орды, на котором писались произведения литературные, да, на котором составлялись ярлыки, то есть ханские указы. И в таком виде он просуществовал до примерно конца XIV века, когда Золотая Орда в результате смут внутренних междоусобиц и нападений, значит, внешних неприятелей стала неуклонно клониться к упадку. На основе вот этого хорезмийско-тюркского или золотоордынско-тюркского языка уже сформировались чагатайский язык, который образовался на территории, первоначально он формировался на территории Чагатайского улуса, это один из улусов, уделов Золотой Орды, который занимал территорию современной Средней Азии и Восточного Туркестана, то есть современной Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае, вот на этой обширной территории. Но и, кроме того, на основе этого же хорезмийско-тюркского формировался старотатарский язык. Ну, старотатарский — это одно из его названий. Некоторые исследователи называют его поволжско-тюркским, некоторые казанско-тюркским языком его называют. Вот. Значит, сформировались они, как мы видим, примерно в одно время и функционировали тоже примерно на одно время. Все эти языки, вот, которые здесь обозначены, они использовали арабскую графику. Рядом, вы видите, да, что никаких стрелок нет, находится, вот, скажем так, родословная турецкого языка. Ну, я уж не буду говорить, да, понятно, что от старотатарского идет линия вниз, тут уже современный татарский язык. Значит, османско-турецкий, видите, да, язык, его современным наследником является, преемником, скажем так, является современный турецкий язык. Османско-турецкий, он от турецкого современного отличался тем, что, повторюсь, писали на арабской графике, было, значит, много в нем заимствований арабских, персидских слов, архаичных форм грамматических. Сам этот язык османско-турецкий, он восходит к староанатолийско-тюркскому языку, который тоже появился в XIII веке, примерно начал складываться. Видим, что, значит, условно в середине XV века уже начал формироваться османско-турецкий язык. Дата середины XV века, она условная. Это завоевание Константинополя, когда османское государство, османский султанат стал Османской империей после завоевания Константинополя. И видите, совсем рядом, совсем отдельно указан булгарский язык. Значит, если на вот этих всех языках, да, которые здесь упомянуты, есть письменные памятники, написанные не только на бумаге, на камне, то есть эпиграфические памятники, письменные памятники, то булгарский язык, значит, отразился только в эпиграфике, то есть в надписях на части, значит, на могильных памятников, которые найдены в основном на территории Среднего Поволжья и Приуралья. Казалось бы, булгарский язык должен быть чуть ли не с X века, да, начинаться, ну, раз булгары приняли ислам. Но, к сожалению, источников булгарского языка более ранних, чем конец XIII-XIV век, не найдено. И сейчас исследователи в основном склоняются к той мысли, что вот это надписи на могильные памятники с использованием булгарского языка образовались под влиянием традиции установки памятников на хорезмийско-тюркском языке. Дело в том, что у нас в Среднем Поволжье на могильные памятники мусульманские средневековые делятся на три основные группы по языку. Это арабские, на арабском языке, на хорезмийско-тюркском языке, ну, с арабскими фразами, естественно, и на булгарском языке. Вот три группы. Значит, арабские и надписи на арабском и хорезмийско-тюркском, они стоят немножко особняком. Они, видно, что тех, кому их устанавливали, был высокий социальный статус, они богато оформлены. Надгробия на булгарском языке, они
попроще, полаконичнее, но тем не менее они есть. И вот просто есть такое предположение, что, очевидно, в булгарский период, то есть в период до монгольского завоевания, здесь традиции установки вот этих вот намогильных памятников с булгарским языком не было, и она появилась только после монгольского завоевания, когда в Среднее Поволжье из Центральной Азии, из Малой Азии хлынул, значит, буквально поток купцов, ученых, да, ну, с чем это было связано? Это было связано с политикой золотоордынских ханов, которые привлекали мусульманских купцов, значит, где были мусульманские купцы, там и, значит, проповедники приходили. И, соответственно, поскольку первая столица была в Булгаре как раз Золотой Орды, они все прибывали, значительное число их прибывало сюда. И здесь сложилась вот традиция установки вот этих вот намогильных памятников сперва на хорезмийско-тюркском языке, а уже под его влиянием на булгарском языке. И в XIV веке, обратите внимание, вот эта вот традиция установки памятников намогильных на булгарском языке, она прерывается. Ну, с чем это связано? Очевидно, с тем, что носители булгарского языка перешли на язык, на золотоордынско-тюркский язык, да, и, значит, вот эта вот традиция, она установки, использования этого языка, она угасла. Смотря на эту карту, на эту схему, хочу предупредить, да, что не следует думать, понимать эту схему буквально, то есть это не значит, что вот 11-13 века, и все, там вот как отрезало, там с 1 января 1401 года, значит, перешли на хорезмийско-тюркский. Процесс шел очень плавно, очень постепенно. Это касается и вот вертикали, да, то есть в части хронологии, и в части, значит, вот этих вот языков, да. Это не значит, что чагатайский язык, допустим, старотатарский, османско-турецкий, они как-то вот изолированно существовали. Нет, значит, в Османской империи переписывали, значит, произведения и составляли словари, кстати, даже чагатайского языка. Значит, значит, в нас, в Среднем Поволжье, в Крыму переписывали источники на чагатайском языке и на османско-турецком языке. Вообще старотатарский язык, после того, как татарские ханства были присоединены к России, он подпал под сильное влияние сперва чагатайского языка, а к концу 19-го, начала 20 века уже османско-турецкого языка. Вот как бы представлял собой амальгаму вот этих вот языков. Но об этом я, иншаллах, чуть попозже расскажу. Ну вот, пожалуйста, образцы. Значит, как я уже сказал, на золотоордынско-тюркском языке писали не только художественные произведения и не только какие-то религиозные трактаты, кстати, религиозные трактаты в основном писали на арабском языке, но и использовали в деловой переписке, в деловой документации, в делопроизводстве. После присоединения татарских ханств к России и даже незадолго до этого российское государство для общения с мусульманскими государствами и не только с мусульманскими странами Востока, имеется в виду, использовало тоже старотатарский язык. Вот видите, здесь как раз грамота, значит, царей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича, и это продолжалось до XIX века. То есть еще в начале XIX века, ну, по традиции, секретари у казахских ханов, которые сохраняли некоторую самостоятельность, они были, как правило, из татар, то есть секретарями. И они же из татар же, значит, комплектовались кадры переводчиков посольского приказа. Посольским приказом в российском государстве до Петра I назывался орган государственного управления, который сейчас соответствует Министерству иностранных дел. Ну, если я позволю себе прочитать просто тоже из 17 века документ один, то есть послание царя Алексея Михайловича, значит, одному крымскому сановнику, а именно младшему брату крымского хана. Тәңре тәбарәке вә тәғәләнең рәхме вә ғинаяты берлән ұлық падишах хан һәм ұлық би Алексей Михайлович җөмлә урысның пәнахы вә күп мәмләкәтләрен дә булса падишахы вә хөкемдарын дин Нуретдин Газы Гәрәй Солтанга мәхәббәтлек берлән сәлам тигәч сүземез улдыр кем? Карындашымыз һәм
хан вакалга ва сиз Нуриддин Султанда булсагыз, без улуг падишахка шапкыннарыгыз Кырымказы мирзаны юлдашлары берлән ва хатларыгыз берлән җибәрипсез. Ва без дә булсак, улуг падишах шапкыннарыгызны ярлыкап, хан әгъзамлык дидары шәрифимезне тәгъҗил күрергә боердык ва хатларыгызны алардан алдырып, тәрҗемә кылдырып тыңладык. Ну, вот это образец как раз делового языка старотатарского 17 века. Немножко похож, да, на современный. Вот, пожалуйста, обратите внимание, да, это слева это пометки канцелярские, где из реестра, где записывались переводы посланий казахских ханов на имя русских чиновников русского правительства. Да? Смотрите, там что написано татарский, да? Татарское письмо, татарское письмо, татарское письмо. И вот смотрите, в самих письмах тоже указано, что это татарское письмо, да? И нам вот еще мөхір басылды, не вижу, я выделил там, Мөхәррәм айының 14 ел шәршәмбе көн язылды татар язу, то есть татарское письмо, татарское письмо. Так, ну, помимо дипломатической переписки, во внутренних делах старо-татарский язык тоже использовался. Вот, пожалуйста, перед нами татарская присяга, так называемая татарская присяга на старо-татарском языке периода правления императора Александра II. Кроме того, существовали специальные бланки такой же клятвы, которая давалась в суде, да, или присяги, я не знаю, как точно сказать, давалась в суде о том, что, ну, свидетели, когда свидетели опрашивают, они же говорят, что обязуюсь там говорить всю правду и только правду. Вот это было на татарском языке тоже, то есть для свидетелей татар приводили к присяге на татарском языке, и там упоминалась не Библия, а упоминался там Коран, то есть клялись Кораном. Что еще? На самом деле, зачем нужен старотатарский язык? В чем как бы одно из, мне кажется, его преимуществ, это в том, что целеполагание, что ли, если так можно выразиться, да? То есть для чего писали на арабской графике раньше? Потому что наши предки приняли ислам, и чтобы лучше понимать и использовать в своем языке понятие исламской религии, было удобно писать арабской графикой. Говорят, что у арабской графики там есть недостатки, там не все звуки отражаются, очень сложно и так далее. Ну, насчет того, что очень сложно, я могу поспорить. Впрочем, вы скоро сами это как-то тоже посмотрите, оцените. Что касается того, что отражались не все звуки, ну, это тоже вопрос, как бы, понятие спорное, потому что ведь цель была не в том, чтобы передать точно все звуки, а в том, чтобы точно передать смысл. Точно передать смысл. А чтобы передать смысл, надо было писать так, как, допустим, арабские слова, так, как писались они в арабском же языке. Вот таким образом. Вот, пожалуйста, это образец, одна запись на старотатарском языке. Это теологического характера запись, теологического содержания, но такого же содержания она могла быть и философского. Раньше философия с теологией не сильно отличались, особенно в мусульманском мире, да? Вот, пожалуйста, смотрите, да, она испещрена арабскими словами. Вроде бы ничего не понятно, но если мы это все переведем, допустим, на русский язык, да, то она будет таким же образом испещрена греческими и латинскими всякими словами, и все равно, значит, человек неподготовленный ее, значит, вряд ли поймет. Теперь немножко о арабской графике. Да, вот, пожалуйста, это вот генеалогическая схема как раз, которая показывает происхождение языков, происхождение алфавитов. То есть видим, да, что финикийское письмо на самом деле, оно появилось на основе древнеегипетской иероглифики, ну и дальше уже вот таким вот образом разветвилось. Здесь же, значит, помимо арабского, видите, да, что к этому письму финикийскому восходит уйгурское письмо, и по мнению некоторых исследователей, тюркские руны
Также, значит, тюркский рун тоже восходит по крайней мере, отдельные буквы точно восходят к символам, которые восходят вот как раз-таки к финикийскому письму. Ну, не непосредственно от финикийцев, конечно, а вот от сагдийцев. Видите, там вот сагдийское письмо. То есть и уйгурское письмо, таким образом, и, по крайней мере, в части частично руническое тюркское, древнетюркское письмо, оно тоже брало символы, знаки от сагдийского письма. Сагдийцы — это был ираноязычный народ, который был очень инкорпорирован с древними тюрками, и, собственно, через сагдийцев происходило влияние на тюрков всяческих религиозных течений, там и буддизма, и манихейства, и, значит, многих и разных других.